Добрый день. Добрый день всем участникам вебинара. Вижу, что есть те, кто уже в эфире. Пожалуйста, напишите, как меня видно, слышно. Мы будем с вами начинать. Мы сегодня с вами будем говорить о режиме жизни с грудничком. Спасибо, вижу, да, здравствуйте всем. Представлюсь для начала. Меня зовут Евгения Григорьева. Я психолог, консультант по грудному вскармливанию, руководитель студии семейного развития «Гармония» в городе Сыктывкаре. И сегодня наша тема очень интересная, полезная, важная, животрепещущая. Она, как правило, интересует будущих родителей и мам с грудничком, когда ребеночек у нас до года. Мы поговорим о том, как организовать свою жизнь, как сделать так, чтобы вы не устали от своего материнства, получали радость от него. И пока мы собираемся, и удалось нам сейчас решить все технические вопросы, но пока подходят участники, я попрошу всех тех, кто уже в эфире, написать, на какие вопросы вы хотели бы сегодня получить ответы. Что важно для вас сегодня услышать? Какие темы мне нужно поднять в течение ближайшего часа, пока мы с вами будем общаться? Я прочитаю это все в комментариях и постараюсь быть максимально для вас полезной. Наш вебинар проходит сегодня в рамках работы Республиканского консультационного центра, в рамках реализации мероприятий просветительского проекта «Академия будущих родителей». И я буду стараться сегодня ответить на ваши вопросы, а также рассмотрю то, что уже задумала, да, то, что я планировала раскрыть на сегодняшней встрече. Кратко сейчас я об этом расскажу, а вы пока пишите свои ожидания, свои вопросы. Возможно, вы сейчас можете написать, какие у вас, какого возраста у вас детки, да, сколько у вас деток может быть. И я тогда смогу быть максимально полезной для вас. Так, возраст, до которого можно кормить грудью. Да, пишите, пожалуйста, я буду сейчас все это смотреть. Угу. Чуть-чуть искажает меня камера. Сейчас я попробую ее поправить. Итак, что же я планировала сегодня рассказать, какие темы поднять? Во-первых, мы поговорим по тому, как организовать кормление ребенка, как это делать по режиму, по времени или по требованию, как рекомендуется во многих источниках, что будет более верным. Нужен или нет режим дня для ребенка, как его организовать, от чего он зависит, в каком возрасте будет какой режим. Мы поговорим также о режиме сна грудничка и разберемся, почему ребенок просыпается ночью и сколько это будет продолжаться, когда уже, наконец, мама малыша сможет спать всю ночь и чувствовать себя хорошо. Мы обсудим с вами, как организовать введение прикорма с точки зрения режимных моментов жизни ребенка. Мы поговорим также о том, как маме организовать выход в свет, выход по каким-то своим делам из дома, как оставлять ребенка дома, если вам нужно куда-то уйти, или даже, например, выйти на работу или на учебу. Проговорим про это. Ну и, конечно, я скажу вам о времени завершения лактации, как определить это время, да, какие цифры дает нам психология и сама физиология роста и развития ребенка. Пишите, пожалуйста, какого возраста ваш ребенок и какие темы мне нужно поднять, чтобы наша встреча оказалась максимально для вас продуктивной и полезной. Пожалуйста. Угу. Сейчас поправлю я. Ну что, жду ответов ваших. Участников много, я вижу, поэтому проявите, пожалуйста, активность. Помните, что те, кто
активен, те всегда получают много, да, у тех очень много всегда результата, они очень оказываются в итоге довольны тем, как провели время. По плану у нас с вами вебинар где-то на час, и мы с вами эти все вопросы сможем поднять, обсудить, и я, конечно, оставлю время на ваши вопросы. Итак, начну с того, как следует организовать кормление ребенка новорожденного. И спрошу вас, как вы считаете, правильно кормить ребенка по режиму грудничка, я имею в виду ребенка, например, первого полугодия жизни, или по времени? Как вы считаете, что вы об этом слышали и как вы делаете? В данный момент гулять нельзя, как быть? Гуляем на балконе. Гуляем на балконе. Ну и гулять, наверное, можно, нельзя контактировать, да, мы должны это понимать, что если, например, сейчас все мы можем немного позавидовать тем, у кого есть частный дом с дворовой территорией, да, то есть нельзя контактировать, нас об этом просят, да, мы не должны встречаться с друзьями, ходить в гости, встречать день рождения, ходить в торговые центры, но это не говорит о том, что мы не можем выехать там на дачу, например, или пройтись по улице, не контактируя. Это, безусловно, не так. Да, это тяжелый момент, да, сейчас время повышенной сложности. И для мам, которые и так обычно чувствуют себя в четырех стенах, да, закрытыми, все-таки ситуация стала еще более сложной, мы еще меньше можем себе позволить контактировать, да. И так мама в декрете мало контактирует с миром, да, ну, в основном с теми же мамами или со своими родственниками, там, с помощниками с ребенком или, например, с мужем, а сейчас и эти контакты очень-очень ограничены, да, время тяжелое, детские площадки закрыты, все верно, мы проявляем фантазию и придумываем игры без детских площадок. Я как мама очень активного ребенка, я вас очень хорошо понимаю и, безусловно, согласна с тем, что это сложное время. Хорошо, что еще хочется получить сегодня, пишите, пожалуйста. Ну что, начну, я задала уже вам вопрос, как вы считаете, кормить ребенка первого полугодия жизни следует по времени или по требованию? Пожалуйста, напишите, как вы считаете. Я очень надеюсь на вашу активность, уважаемые участники. Это сделает наш контакт более качественным и для вас, и для меня. Итак, мы можем встречать самые разнообразные мнения по поводу того, как же следует кормить ребенка. И есть две большие разницы в питании детей первых месяцев жизни. Это питание детей грудным молоком, это так называемое естественное вскармливание. Да, я вижу, что вы пишете, что по требованию. Да? И есть искусственное вскармливание, то есть кормление ребенка смесью. И здесь от того, чем ребенок кормится у нас, да, будет зависеть наша с вами стратегия и организация его кормлений. Грудничка, ребенка, который получает грудное молоко, кормят по требованию, а ребенка на искусственном вскармливании кормят по часам. Все это очень связано с физиологией детского организма, и с качеством того продукта, который он получает для питания своего. Грудное молоко – это самоперерабатываемый продукт. Оно содержит в себе ферменты для расщепления белка молока. Да? Поэтому, когда ребенок получает грудное молоко, ему не нужно тратить много сил, напряжения его организма для того, чтобы усвоить этот продукт. Это самоперерабатываемый продукт. В отличие от грудного молока, смесь достаточно долго сохраняется в желудке ребенка, требует достаточно больших усилий для усвоения, переработки и дается сразу большими порциями, чем грудное молоко.
Поэтому, когда мы говорим про искусственника, мы говорим про режимное кормление. Как правило, это раз в 3 часа дается порция смеси. Что касается грудничка, конечно же, здесь мама не смотрит на часы, мама ориентируется на ребенка. И если мы говорим о ребенке первого месяца жизни, я всегда говорю мамам, будущим и молодым мамам, предлагать грудь по первому требованию, по первому писку. Если не подошло, если он не успокоился, значит, что-то другое хочет. Да? Если успокоился, значит, хотел грудь. Потому что грудь – это не только про кормление, это еще про питье, это еще про контакт с мамой, это про тепло, про безопасность, про удовольствие, потому что стимулируется оральная зона, та, которая является наиболее чувствительной у ребенка первого года жизни. Да? Поэтому удовлетворяется масса потребностей одним только способом. И если ребенок у нас запищал, чего-то там просит, что-то хочет, маме следует предложить ему грудь. С большой вероятностью ребенок удовлетворится. И это мы говорим про ребенка первого месяца жизни, безусловно. Дальше ребенок у нас становится более сложным в своей организации, психика ребенка развивается, разворачивается, и ребенок проявляет более сложные реакции эмоциональные. Иногда ему хочется просто поговорить с мамой, посмотреть ей в глазки, иногда ему хочется каких-то стимулов получить, чтобы его поносили, показали ему что-то, да, и это грудью, безусловно, не удовлетворяется. Но тут уже мама через месяц, полтора-два после рождения ребенка, более адаптированная, мама уже поняла свою новую жизнь, поняла сигналы от ребенка, как считывать, и лучше себя чувствует и может удовлетворять уже и другие потребности ребенка тоже. Да? Поэтому, когда мы говорим, еще раз скажу, что про грудничка, это всегда кормление по требованию, и, в общем-то, эти кормления по требованию сохраняются достаточно долгое время. То есть и в 1,5 года, и в 2 года можно кормить ребенка по требованию, но требований станет меньше, понимаем, да, что ребенок растет, мир гораздо более интересен, чем просто мамина грудь и стимуляция через грудь, поэтому у ребенка не будет такого вот большого желания целыми днями висеть на груди. Такого не будет, безусловно, бояться этого не следует. Мир гораздо более интересен. И кормления по требованию могут быть, очень долгими, да, то есть, я имею в виду в течение жизни ребенка, год, полтора, два, вы можете смело кормить по требованию, не вводя никаких ограничений. Я вот сейчас вижу вопросы, которые вы пишете, я на них обязательно отвечу. Есть ситуации, когда ребенок не требует грудь. И это то, что я сейчас вам предлагаю записать, если вы в ожидании малыша и пока не знаете, как у вас сложится ситуация, чтобы вы не позабыли. Есть ситуации, когда ребенок не требует грудь, но кормить ребенка надо. Да? И тогда мама начинает действовать кормить его по собственному требованию. То есть мама побуждает ребенка приложиться к груди. Почему это бывает? Во-первых, это детки, которые недоношенные, преждевременно родились, они ослабленные, либо были тяжелые роды, тяжелый послеродовой период, да, то есть они слабенькие. Дальше, это детки, это чаще всего всегда детки там, после реанимации, да, недоношенные. Это детки, которые имеют какие-то особенности в развитии, с различными диагнозами, тоже бывает не просят грудь. И это детки такие вот спокойные, очень флегматичные, знаете, такие вот очень удобные. Мама привела его домой из роддома, принесла и как бы живет своей дальше жизнью. Ребенок спит. Что происходит у нас, когда ребенок у нас долго спит? Поскольку у ребенка нет, у новорожденного нет запаса жировой массы, он очень быстро начинает голодать. Грудное молоко расщепляется в желудке ребенка где-то через час, максимум полтора. То есть мы должны точно понимать, что через 1,5 часа ребенок точно голодный. Он точно уже все переварил. Молоко переваривается очень быстро, в отличие от смеси. И когда ребенок у нас спит 4, 5, 6 часов, я имею в виду сейчас ребенка 1-2 месяца жизни, радоваться тут нечему. Мы должны четко понимать, что ребенок в этот период, в это время уже точно голодный, он обезвоженный, он становится вялым, безжизненным, он перестает
просыпаться, проявлять какую-то активность. Мы его будем, а добудиться не можем. И мамы даже говорят иногда: так вот он же хотел спать, так он не спать хотел. Он от голода уже не имеет сил закричать и позвать маму. Мы должны четко это понимать. Поэтому если ваш ребенок 1-2 месяца жизни спит по 6 часов, это не нормально, это не то, что нужно маме допускать. Мама должна ставить себе будильник и ночью через каждые 3 часа просыпаться. Запишите, пожалуйста, себе нормы, да, как часто нужно кормить ребенка, если он не просит. Если просит, кормим как просит. Если не просит, то максимальный перерыв между кормлениями днем должен составлять 1,5-2 часа. Это максимальный перерыв днем. А ночью максимальный перерыв 2-3 часа. То есть если наш ребенок 1 месяца жизни спит 5 часов ночью, это значит, он уже много времени голодный. Он, скорее всего, будет вяло сосать, он будет слабым, он будет быстро уставать. Да, и он в итоге плохо прибавит и не понравится вашему педиатру. То есть педиатр скажет: мало прибавили, давайте вводить смесь и так далее. Так вот, это заблуждение, что здесь надо вводить смесь, здесь надо маме поменять режим кормления. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если вам это понятно по часам. То есть мы сначала кормим ребенка по требованию. Если ребенок у нас просит каждые полчаса, прекрасно, кормим каждые полчаса. Если ребеночек у нас 1-2 месяца жизни спит долго, наступает кормление по требованию мамы. Итак, поехали. Сейчас я отвечу на вопросы, которые возникли к этому времени. Ребенок часто просыпается, я про это еще, Вера, скажу для вас. Вы можете написать, пока какого возраста у вас ребенок, я прокомментирую. Про сон у нас будет такой пункт. Так, до какого времени можно пеленать ребенка? Значит, современная педагогика, психология, медицина говорят о том, что пеленать ребенка вообще не нужно. Максимум, что допускается, это свободное пеленание, когда у ребенка сверху надета рубашечка, ручки открыты. Мамы малышей, внимание, обращаю и умоляю вас не делать этих ошибок. Я прихожу к мамам как консультант по грудному вскармливанию, там, ребенку, например, 3 недели, месяц бывает, да. Ребенок все еще у нас находится в варежках, в рукавичках вот в этих, да. Вот эти рукавички вам понадобятся только первые там несколько дней, пока вы не подстрижете, а лучше даже пилочка подпилить ноготочки острые у ребеночка. Дальше все. Дальше ребенок должен начать ощупывать мир, трогать. А если у него рукавички, то вы блокируете сенсорное развитие у ребенка, да? Поэтому обязательно, пожалуйста, обратите это внимание. Нельзя, чтобы ребенок у нас находился в этих рукавичках на 2-м месяце жизни. На 2-м месяце жизни ребенок должен уже уметь удерживать погремушку в руках и даже перекладывать ее в другую руку, понимаете? А если он был в рукавичках весь 1-й месяц, то у него просто идет задержка развития. Вот, поэтому обратите внимание на это. Это я отвлеклась. Про пеленание, да, возвращаюсь. Свободное пеленание – это когда вокруг талии ребенка из пеленки мама делает как бы такой мешочек, завязывает. Ножки у ребенка при этом могут быть широко раздвинуты, раскинуты в разные стороны. Это профилактика дисплазии тазобедренных суставов. Если мы пеленаем ребеночка, как солдатика, как это делали в советское время, мы что нарушаем у ребенка? Во-первых, это не физиологично быть в таком вот распрямленном, как солдатик, состоянии, да? Это ухудшение кровоснабжения, это снижение двигательной активности, а следовательно развития, это длительный сон и редкое просыпание. Да, это очень удобно, если вы хотите, ну, простите, заткнуть рот своему ребенку, и чтобы он оставил вас в покое. Да, он будет спать 6 часов, он может и дольше проспать, у него пойдет обезвоживание, он вообще будет вяленький, он вообще как бы, да, в ДРБ потом поедем и все. Поэтому тугие пеленания вообще под запретом. Это абсолютная экзекуция, это абсолютно не физиологично для малыша. Ребенок должен уже в роддоме быть, в общем-то, в штанах. Если штаны закончились, сделайте мешок из пеленки, ну, так называемое свободное пеленание. Ножки ребенка должны быть раскинуты, как у лягушечки, да, для того, чтобы он у нас потом хорошо развивался, хорошо сел, пополз, ходил хорошо, и не было никаких физиологических проблем. Поэтому пеленать уже не надо. Это миф, что нужно пеленать. С какого месяца можно давать водичку? Да, скажу про водичку, и когда будем говорить про прикорм, вернусь, Вера, к этому вопросу. С какого месяца можно переходить на смеси?
Или не надо сразу варить самой? Что варить будем? Не поняла. Что будем варить, Вера? Поясните, пожалуйста. Если вы кормите ребенка грудью, смесь вам вообще не понадобится. Ну, ее совсем не нужно, да? Это лишнее, это то, что не будет применяться. И все. Этого не нужно. Смесь – это искусственное кормление для ребенка. Это искусственное кормление. Голос удваивается у всех или только у Ирины? Напишите, пожалуйста, если у кого-то проблемы со звуком. Я говорю в микрофон. Так, все хорошо. Вера, это у вас что-то со связью. Вы можете обновить страничку, да, нажать на стрелочку, и пусть у вас обновится, может быть, связь станет лучше. Обычно на этой платформе все хорошо, у меня я с ней работаю. Так, все, поехали дальше. Следующий вопрос, который я хочу вам задать. Напишите, пожалуйста, как вы считаете, помимо режима кормления, мы сейчас про них поговорили, да, нужен ли в целом режим для жизни с ребенком первого года жизни? Нужно ли его устанавливать и как? И если он у вас, если у вас уже есть малыш, да, как это у вас, да, как вы поняли, что режим есть или его нет, пожалуйста, напишите, прокомментируйте. Мы поговорим сейчас про режим дня. Я предлагаю вам ответить на вопрос, нужен ли режим, получается ли режим соблюдать. Первый месяц жизни с ребенком обычно это абсолютно безрежимное мероприятие. Да? Это время, которое мама адаптируется, ребеночек тоже привыкает к новой своей жизни, все учатся, вся семья как-то вот настраивается друг на друга, да, то есть это время безрежимное, первый месяц жизни с малышом. Но, как показывает практика, дальше все-таки режим складывается, и мамам становится уже понятно, что она делает в какой период суток. Уже понятно будет, когда ребеночек ложится спать, когда он примерно просыпается. Есть детки, которые путают день и ночь, но, как правило, опять-таки к месяцу, к полутора это проходит. Пожалуйста, пишите, как это у вас, как вы считаете, нужен, не нужен режим жизни. Режим дня с малышом будет у каждой пары мама и ребенок уникальным. И складываться он будет от режима сна. То есть, по сути, весь ваш день с ребенком будет настроен под сон малыша. И в зависимости от того, сколько раз и как долго ребеночек спит, вы будете понимать, сколько часов на активность с малышом у вас уходит, в какое время вы выходите гулять, в какое время вы вечером купаетесь, а потом, например, укладываете ребеночка спать, во сколько он встает и так далее. Итак, режим дня для ребенка первого года жизни нужен. Дети – это консерваторы, они любят повторяемость событий, они любят, чтобы каждый день происходило одно и то же, рядом был один и тот же человек и делал одни и те же действия одним и тем же способом. Режим жизни нужен, он дает ощущение постоянства для ребенка. Но он будет у всех уникальным. Например, ребенок первого месяца жизни спит примерно 18-20 часов в сутки. У него 4 дневных сна, средней продолжительностью 2 часа. Если мы возьмем ребенка, например, годовалого, то это 2 дневных сна по 1,5-2 часа. Да? То есть мы видим, что режим уже поменялся. И как бы вам ни хотелось этот режим поменять, это нереально, потому что ребенок живет в том ритме, который соответствует его развитию. Не стоит заранее составлять режим дня для ребенка, как, например, в садике, или как режим, который будет, когда вы выйдете на работу. Потому что это насилие над нервной системой ребенка и, в общем, над его физиологией. У каждого из нас с вами есть свои биологические часы. Когда рождается ребеночек, его нервная система еще не зрелая, он может путать день и ночь, потому что в его головном мозге тот центр, который регулирует сон, бодрствование, еще может быть незрелым. То есть ребеночек родился и продолжается развитие мозга.
И, соответственно, ему недоступно еще пока спать так, как хотите этого вы, взрослый человек со зрелой нервной системой. Детки могут просыпаться посреди ночи, не могут потом уснуть и так далее. Да? То есть нарушения сна бывают, это нормально. Постепенно нервная система развивается, и цикл сна у ребенка становится более понятным. Ночные часы ребенок спит, в дневные спит и просыпается на бодрствовании. Сон дневной короткий по сравнению с ночным сном. Поэтому я сказала, помните, да, что кормление днем более часто, а ночью реже, перерывы между кормлениями дольше становятся. Что очень важно, чтобы сон ночной не был очень продолжительным. Да? Это, опять-таки, физиологично для ребенка. Если мы возьмем любого млекопитающего детеныша из живой природы, мы увидим, что детеныши все, и в том числе наш ребеночек, часто просыпается и кушает помалу. Объем желудка новорожденного очень маленький. Если изобразить это, то объем желудка новорожденного это всего лишь 5 миллилитров, это как вишенка маленькая. В месяц объем желудка новорожденного, как куриное яйцо, это 120 миллилитров примерно, да? То есть этот объем очень маленький. Туда попадает грудное молоко, которое очень быстро усваивается, перерабатывается. Соответственно, очень скоро понадобится новая порция. Для этого природа сделала так, чтобы ребенок просыпался часто, и долго не спал. Он просыпается часто на кормление. Помимо того, что он просыпается на кормление, он хочет пить, потому что у нас сухой воздух, например, батареи, да, в доме. Ребенок еще, помимо того, что хочет есть и пить, иногда пописать хочет, и от этого тоже он просыпается. И еще он просыпается для того, чтобы проконтролировать маму. Рядом ли мама, в безопасности ли он. И все это обеспечивает частые пробуждения днем и ночью. Если мы возьмем зрелого взрослого человека, цикл сна у взрослого длится 1,5 часа. В эти 1,5 часа входит фаза быстрого и фаза медленного сна. И каждые 1,5 часа мы с вами просыпаемся, мы можем повернуться на другой бок, пнуть одеяло, нам снится сон на фазе быстрого сна. И поскольку мы очень зрелые, наша нервная система может сама себя регулировать, мы из одного цикла сна выходим и сразу же заныриваем в другой. Мы не просыпаемся каждые 1,5 часа. Но по сути происходит смена вот этих вот фаз сна. И если вы хотите хорошо выспаться, например, вам нужно спать кратно этим 1,5 часам. То есть выйти, когда фаза сна завершилась. Например, проспав 6 часов, вы будете себя чувствовать лучше, чем 6,5 часов или 7 часов. Да? Ну и так далее. Да? Хотите днем поспать, надо поспать 1,5 часа. Взять вот этот вот полный цикл сна. Еще раз скажу, мы с вами зрелые, мы не просыпаемся, когда из одной фазы в другую переходим. Что касается малыша, ребенок обладает незрелой нервной системой, и физиология сна ребенка такова, что ребенок просыпается каждые 40 минут. 40 минут идет цикл сна ребеночка. Каждые 40 минут он пошевелится, он похнычет, он попробует, там, потребует маму рядышком. Если ребеночек у нас уже подросший, то он может сам перепрыгивать из одной фазы в другую, да, то есть не пробуждаясь. При этом там он, например, 2, 3, 4 цикла по 40 минут поспал, и он все-таки просыпается. Еще раз говорю, поесть, попить, пописать, проконтролировать, что мама рядом, и он в безопасности. Из этих, да, как бы побуждений его нервная система приходит в возбуждение, просыпается и подает ребенок сигнал маме: «Мама, удовлетвори все мои потребности». Этот цикл сна очень долго еще будет существовать с вашим ребенком. Только к дошкольному возрасту у детей увеличивается цикл сна, да, смена фаз сна из одной в другую, переход становится самостоятельным. То есть ребенок может спать и совершенно не требовать уже того, чтобы вы его успокаивали. Большая часть здоровых детей к возрасту
только 2 года способны спать полную ночь. Поэтому не стоит ожидать от детей там 9-месячных, что ребенок будет спать всю ночь. Когда мы рожаем детей, нам никто не обещает, что мы теперь будем спать, как прежде, отдыхать так же качественно. Нет, мы рожаем детей не для того, чтобы получать удовольствие от жизни, а для того, чтобы потрудиться, да, потому что родительство – это огромный-огромный труд. И ребенок наш растет, и постепенно увеличиваться будет то время ночное, когда он будет спать и не требовать вот этого контакта частого, да. А пока он маленький, для него это абсолютно физиологично. Что бы вы ни хотели, что бы вы ни делали, физиология сна – это то, что может позволить себе делать детский организм. Больше, к сожалению, он удобств нам предоставить не может. Поэтому, дорогие мамы, наберитесь терпения в такой вот на шкале жизни. Этот период 2 года, когда вы ночью просыпаетесь, очень небольшой. И если вы кормите грудью, то большинство трудностей вам удастся легко преодолеть. Потому что кормление ребенка грудью – это очень удобно. Вам не нужно ничего подогревать, не нужно ничего приносить, не нужно выкармливать ребенка. Вы просто прикладываете ребенка к груди и спите с ним дальше. Как же мама переживает вот эти вот, да, ночи, когда нужно несколько раз проснуться и удовлетворять потребности ребенка? Оказалось, что природа и об этом позаботилась. И поскольку вы кормящая мама, у вас вырабатывается гормон пролактин. Пролактин – это гормон-релаксант, который позволяет вам хорошо и качественно, расслабленно кормить и отдыхать при этом. Да? У мамы кормящей отсутствует фаза медленного сна, то есть вы все время как бы бдите, да? Вот как кошечка в коробке лежит с котятами, хозяйка прошла мимо нее, кошка раз глаз открыла, посмотрела, что происходит, и дальше спит, дремлет. Так и вы, будучи пролактиновой мамой, вырабатывающей грудное молоко, очень чутко спите, при этом хорошо и качественно отдыхаете. Природа дала вам эту способность, она дала вам гормон, который дает качественно отдыхать во время грудного вскармливания. В этот период достаточно длительный, да, там, года 2, например, да, в течение жизни с малышом. Есть ли вопросы по сну? Пишите, пожалуйста. Про прикормы я прокомментирую, Вера. Да, 40 минут спит, а потом снова просыпается. У меня были в практике такие мамы, которые говорили так. Ну вот ребенок спит там 40-45 минут, потом просыпается, я укладываюсь к ребенку днем, кормлю, встаю, через там 40 минут снова проснулся. Да, это так. И этим мамам я рекомендовала вообще спать с ребенком днем, потому что тогда она сама отдыхала, и ребеночек чувствовал себя безопасно, не просыпался каждые 40 минут, а переходил из одной фазы в другую более легко, более комфортно, качественно отдыхал. Вот, поэтому можно спать самим днем, отдыхая, восстанавливая свои силы. Итак, вопросов нет, идем дальше. Теперь мы поговорим с вами о такой важной вещи, которая происходит в важном периоде, важном этапе в жизни с ребенком первого года жизни, как введение прикорма, и об этом уже было несколько вопросов. Прикорм ребенку, который хорошо прибавляет, хорошо развивается, следует вводить с 6 месяцев жизни. Это основная рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Более раннее введение прикорма не обосновано, да, то есть ВОЗ нам не рекомендует. Есть протоколы, по которым детям, которые плохо прибавляли, плохо развивались, дают, ну или какие-то имели особенности со здоровьем, дают прикормы раньше, но большинство хорошо развивающихся детей с хорошими прибавками веса не рекомендуется давать прикорм раньше. Почему? Потому что пока вы полгода первые кормите ребенка исключительно грудным молоком, вы знакомите желудочно-кишечный тракт ребенка со следами этих продуктов в своем грудном молоке. То есть первые полгода жизни ребенок знакомится с тем, что ест мама, и приучается реагировать на эти продукты.
его организм начинает работать, да? И нам не следует это делать раньше, потому что преждевременное введение прикорма очень часто приводит к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, нарушению стула встречается очень часто, аллергии встречаются очень часто, да? То есть это необоснованно, организм еще не готов. Есть разные схемы введения прикорма. Для деток, которые плохо прибавляют, мало, а мало это сколько, да, давайте вот про эту цифру я скажу. Ребенок первого года жизни должен прибавлять минимум 500 грамм за месяц. Максимум для грудничка не ограничен, пусть хоть 2 килограмма. Не нужно ни в коей мере сокращать кормление, все это уйдет. К году примерно все дети примерно одинаково весят. Да? Поэтому 500 грамм – это тот минимум, который нужен для хорошего развития органов и систем. Когда меньше, это все-таки уже вопрос всегда, да, что происходит, надо разбираться в этой ситуации. Есть еще такая норма по весу. К полугоду ребенок должен удвоить свой вес при рождении, а к году утроить свой вес при рождении. Вот вам надо попасть в эти нормы. Дальше уже, да, все индивидуально. Есть детки, которые прибавляют в первые 3 месяца по 2 килограмма, очень хорошие прибавки дают, да, и с полугода у них пошли зубы, они где-то там подхватили насморк, ребенок стал очень активно ползать и стал худеть, и стал прибавлять по 800 грамм, например, да, вот. И к году в итоге он приходит так же, как и его сверстники, с утроенным весом от рождения. Это такая средняя норма, поэтому надо попасть туда. Была такая тоже ситуация в моей практике, когда звонила мне мама, даже не одна такая ситуация была, и говорила о том, что мы очень много прибавляем, по 2 килограмма, и врач ругает и говорит, что у нас ожирение, и что надо пореже кормить. У меня всегда вопрос, как надо реже кормить, как надо объяснить ребенку, надо сказать ему, ты слишком толстый, ты не попадаешь в норму, которая написана в учебнике у педиатра? Ну, конечно же, нет, да, безусловно, нет. То есть я в этой ситуации всегда успокаиваю маму и говорю о том, что все это уйдет, ребенок станет активно двигаться, начнет худеть, да, и войдет в эту норму, в утроенный вес от рождения. Как правило, это всегда так происходит. У грудничков не бывает ожирения, потому что грудное молоко очень быстро переваривается. Грудное молоко не затрачивает никаких сил у ребенка на усвоение. Так, Вера, ну вы спрашиваете сейчас про диету мамы, это не входит сейчас в нашу тему. К сожалению, я не успею про это рассказать, да, об этом я говорю полчаса как минимум. Можно есть и фрукты, и овощи, безусловно, да. Вот, вы можете в интернете посмотреть, какие можно. Так, теперь про прикорм, да, вернусь. Итак, первые полгода ребенок получает только грудное молоко или только смесь, если это искусственник. Затем во второй половине первого года жизни ребенок начинает знакомиться с прикормом. Посмотрите, даже название само «прикорм» говорит нам о том, что основное питание ребенка первого года жизни – это грудное молоко, это молочное питание. Никакие овощи, фрукты, каши, мясо не заменят того, что есть в грудном молоке мамы. Задача ребенка на втором полугодии жизни – это освоение подвижности, прямохождение в итоге, это формирование зубов, укрепление мышц, костей, да, скелета. Ребенку надо пойти в годик, да, ребенку надо начать хорошо двигаться. Для этого ему надо очень много белка и кальция. И молоко грудное предоставляет эти необходимые продукты для ребенка, да, в нужной форме, в нужном количестве. Ребенок не может съесть столько мяса, сколько надо для того, чтобы выросли зубы. Он не может есть столько, там, не знаю, овощей и получить там какие-то вот белки. Там нет этого. Да? Мы должны понимать, что молочное питание – это основа питания ребенка первого года жизни. Поэтому, когда вводится прикорм,
это знакомство ребенка с многообразием вкусов, консистенций и ну, различных элементов пищевых. Да? Это приучение его и психологически, и физиологически, да, то есть организм встречается с этим и учится это перерабатывать. Сначала перерабатывала благодаря маминому молоку, а теперь благодаря собственному приему. Но это не основное питание. Когда ребенок кормят огромными порциями, у нас очень страдает грудное вскармливание. Такие мамы, которые дают огромные порции прикорма, очень много прикорма, очень торопятся с ним, они теряют грудное вскармливание, к сожалению. Оно просто никуда не влезает. Ребенок столько не хочет есть, да, оно не встраивается в жизнь ребенка. Поэтому не стоит чрезмерно ребенка нагружать этим прикормом, в том числе и с психологической точки зрения, потому что сейчас, когда вы вводите прикорм во втором полугодии жизни ребеночка, вы знакомите ребенка с миром вкусов и ощущений и закладываете основу пищевого поведения. И все те нарушения, которые мы встречаем во взрослой жизни, это обжорство, либо наоборот отказ от еды, привередные дети, да, дети, которые отказываются от чего-то, дети, которые с неаппетитом едят, либо наоборот объедаются, это все заложено здесь. Поэтому наше с вами здоровое, спокойное отношение к прикорму при сохранении грудного вскармливания – это основа здорового пищевого поведения ребенка в будущем. Ребенок должен быть активным и голодным, да? То есть он должен хотеть есть, а не так, что мама его кормит, а он отворачивается, плюется, плачет, а она вкладывает ему в рот ложку за ложку того, чего ему совсем не хочется. Это нарушение, формирование нарушенного пищевого поведения. К сожалению, это достаточно часто встречается. Что касается воды, был такой вопрос. Вода как отдельный продукт появляется в жизни ребенка с введением прикорма. То есть когда вы начнете ребенку давать овощи, при условии, что он хорошо прибавлял в течение первых полугода жизни, да, обычно педиатры предлагают схему введения прикорма начиная с овощей. Если ребенок мало прибавлял, то ему начинают прикорм с каш. И вот в это время ребенку можно начать давать воду ложечкой, просто, да, ложечкой, не через какие-то бутылки, через ложку. До этого времени грудное молоко или смесь, то, что употреблял ребенок, является и питьем, и едой, потому что и смесь, и грудное молоко примерно на 90% состоят из воды, то есть он и напьется, и наестся. Задайте мне, пожалуйста, вопросы, если они у вас есть на данный момент про прикорм. Я на них отвечу. Только после года ребенок переходит на так называемый общий стол. Это когда он может есть то, что ест вся семья, ну, при условии, что это не сильно там соленая, перченая, жареная, копченая, то есть это не вредная еда, а полезная еда. Он может есть такой же суп, как едят все, если он там не какой-нибудь солянка, да, или харчо. Обычный суп, обычную кашу, не уже растворимую, а обычную. Он может есть те же котлетки, он может есть макароны, там, ну и там овощи какие-то, да, вот, то есть примерно с года уже переход на общий стол происходит, и вот здесь после года доля молочного питания снижается, да, то есть уже после года, если мы положим на весы все то молоко грудное, которое получил ребенок за сутки, и всю ту обычную еду, то обычная еда станет уже больше весить. И у ребенка здесь уже есть 6 прикормов за сутки. Это завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин, так называемый ночник, да, который дается перед сном для того, чтобы ребенок лучше спал и дольше не просыпался. Потому что еще раз вам хочу сказать о том, что объем желудка ребенка очень маленький, и наесться ужином до завтрака невозможно, он будет просыпаться ночью, это его физиология такова. Вот, 6 прикормов уже с года уже у нас есть у ребеночка. До года это еще может быть, например, завтрак – это каша,
Второй завтрак – это, например, грудное молоко, да, обед, а на полдник грудное молоко. Например, ребенок спал и пополничал вот грудным молоком. Ужин есть, а второй ужин и ночной сон весь сопровождается грудным вскармливанием. Это нормально, да? С года уже обычно появляются отдельные приемы. Вот второй завтрак, полдник и второй ужин – это уже как бы отдельные продукты. До какого месяца можно кормить? Да, я скажу про длительность кормления, я скажу. Итак, ну, сейчас я хочу поднять такой вот вопрос, как организовать. Ну, давайте, хорошо, давайте про отлучение от груди скажу сейчас. ВОЗ рекомендует нам кормить ребенка грудью минимум 2 года. Все это очень обосновано. Почему? Да? Во-первых, я вам уже сказала, что физиология детского сна такова, что ребенок будет просыпаться, на попить, поесть, пописать, позвать маму. И удобнее всего здесь дать грудь ребенку, успокоить его и покормить, и напоить. Если вы уже перестанете к этому времени кормить ребенка грудью, у вас будет возникать ситуация, что ночью вам надо будет встать и его покормить. Я помню, например, что когда моему ребенку было 3 года, мы с ним ночью в 4 утра я ходила и кормила его пловом, потому что он хотел есть. Я сидела, спала на ходу, а он ел. Да? То есть это нормально, это физиологично для ребенка. Если ужин был в 7 вечера, то до 7 утра это слишком много. Полсуток он не может голодать. Да? У ребенка просто нет таких жировых запасов, чтобы расходовать их в течение сна. Это физиологично. Это первая причина. Физиология желудочно-кишечного тракта ребенка, да, и физиология сна ребенка. Ну и еще один фактор, почему до 2 лет минимум ВОЗ рекомендует, это незрелость иммунной системы. Мама через грудное вскармливание, благодаря своему зрелому организму, своей зрелой иммунной системе, делится через грудное молоко иммунитетом со своим ребенком. Минимальный иммунитет созревает у ребенка к 3 годам. Именно к этому возрасту ребенок отправляется у нас уже в детский сад, большинство детей, и встречаясь там с разными вирусами, бактериями, ребенок не так много начинает болеть, да, то есть он уже знаком, иммунитет у него уже встречался много с чем, да, и ребенок становится устойчив больше, чем ребенок, например, годовалый или полуторагодовалый. И если мы возьмем там младшую группу детского сада, то мы увидим, что дети, которые совсем маленькие, полуторагодовалые, по сравнению с 3-летними, очень часто и очень тяжело болеют. Да, и наоборот, детки, которые постарше, болеют реже и легче переносят. Иммунитет продолжает развиваться и только к 5 годам становится достаточно зрелым для того, чтобы ребенок гораздо меньше болел. И опять-таки, если у вас есть дети детсадовцы, вы можете видеть, что с 5 лет они перестали так часто болеть, они перестали быть, ну, так часто, например, там, выходить на больничный перестали, они легче переносят тот же насморк, там, кашель и так далее. Это все говорит о том, что иммунитет стал более зрелым. Так вот, грудное вскармливание до 2 лет минимум позволяет ребенку меньше болеть при столкновении с различными вирусами и бактериями. То есть мы через свой зрелый организм поддерживаем ребенка. Ну и как психолог я хочу прокомментировать возраст отлучения от груди. Наиболее лучшим, совпадающим с фазами роста и развития психики ребенка считается возраст от 1,5 до 3 лет. То есть у вас есть 1,5 года для того, чтобы мягко, бережно, безболезненно отлучить ребенка от груди. Как мы это делаем? Это отдельная тема, опять-таки, да, я про это говорю 1,5 часа, у меня есть вебинар на эту тему, поэтому если у вас есть вопросы про это может быть в отдельном порядке решено. В частности, вы можете запрашивать вот у консультационного центра консультацию на эту тему, да, со мной, мы можем с вами общаться уже в индивидуальном порядке. Но вот 1,5 года для мягкого отлучения у вас есть. В это время обычно все пары, мама и ребенок, находят то время, которое наилучшим образом подходит именно им, да, и уходят не травматично от грудного вскармливания. Ну, ответила ли я, Вера, на ваш вопрос? Да, если есть вопросы, пишите, пожалуйста. Я перейду сейчас к теме того, как же маме организовать время для себя, чтобы вы чувствовали себя
с детьми, хорошо, чтобы декретный отпуск для вас не был каким-то тягостным или травматичным, да? Поэтому мы перейдем к теме ухода мамы из дома, выхода на работу, на учебу, либо по своим делам куда-то, да? Значит, ну, пока ребеночек у нас маленький, он только родился, не рекомендуется его оставлять. То есть пока малыш бодрствует, а это всего несколько часов в сутках. Я сказала, да, что ребенок, если его ничего не беспокоит, первый месяц спит 18-20 часов. Он, просыпаясь, должен все время видеть маму. Мама – это тот человек, который становится для него первичным объектом привязанности. Мама – это тот человек, у которого есть все, что нужно ребенку. Очень важно сформировать у ребенка вот такую веру в вас, да, что вы тот, кто решит все его проблемы. Как мы это делаем? У нас действительно есть все, что нужно ребенку. Если ребенок мокрый, мы его меняем. Если ребенок хочет есть, мы его кормим. Если ребенок хочет спать, мы его укладываем. То есть его потребности поначалу очень простые, и нам достаточно легко их удовлетворять. Таким образом, у ребенка формируется вера в родителя, что родитель может решить все. Согласитесь, что это очень хорошая вера в своего взрослого, например, в подростковом возрасте. Да, например, в школьные годы, когда ребенок будет сталкиваться с более сложными проблемами, но у него будет сохраняться эта уверенность, что придет мама, и мама знает, что с этим делать. Придет папа, и папа мне поможет. Да? Это чудесный вообще навык, который ребенок усваивает вот здесь, в первые дни и месяцы после рождения. И когда ребенок, просыпаясь, каждый раз видит, что мама с ним рядом, она никуда не делась. У него формируется фигура надежной матери, матери, которая его не предаст, с которой рядом он чувствует себя безопасно и устанавливает доверительные отношения. Считается, что в течение первых 6 месяцев жизни ребенок не способен удерживать мать, фантазию о матери, да, знание о том, что мама есть, если ее в наличии нет, если он не видит ее перед собой, не находится у нее на руках. Ребенок не помнит о ней, он не может вспоминать ее в ее отсутствие. Например, ребенок садиковского возраста, он уже помнит свою мать, и в течение дня несколько раз спрашивает воспитательницу: а придет за мной мама? А позвони маме, а позови маму. Да? То есть он держит вот этот образ матери, и этот образ матери помогает ему пережить разлуку. Ребенок первых 6 месяцев жизни не способен на это. Только с 6 месяцев он уже начинает удерживать фантазию о матери в своей психике, в своем сознании, и таким образом может начать без нее, не травмируясь, так скажем. Да? Для того, чтобы маме организовать свои выходы из дома, надо первоначально заслужить такой кредит доверия от ребенка. Да? То есть ребенок должен поверить, что мама никуда не денется, что мама точно вернется, что мама придет. Как это делается? Да? Мама никуда не исчезает, мама рядом. То есть у ребенка не возникает тревожного состояния в отсутствии матери, он не должен беспокоиться о том, что она куда-то исчезла, а потом держать ее в тревожном напряжении, чтобы она никуда не ушла. Я думаю, что вы слышали такие истории, что дети, которые оставались без мамы, они, например, начинали болеть для того, чтобы маму удержать. Например, мама выходила на работу, ребенок начинал страшно болеть, маме приходилось брать больничное, а потом в итоге возвращаться домой и признаваться, что она не способна сейчас работать, да, в таком состоянии ребенка. Это когда у ребенка появляется тревога, он хочет удержать мать. И хотя бы через болезнь, хотя бы через свое беспокойство он будет это делать. Опять-таки скажу, что это неосознанно ребенок делает, не специально. Он не хочет маме испортить жизнь ни в коей мере, никогда. Такого мотива у ребенка нет. Он хочет удовлетворить свою потребность безопасности и доверия матери. И будет психика искать для этого подходящие способы.
Когда ребеночку у нас уже несколько месяцев, мы можем вводить в жизнь ребенка другого старшего взрослого, который сможет оказывать операции по уходу и заботе о ребенке. Это может быть бабушка, папа или няня. Тот человек, с которым вы будете оставлять ребенка в момент, когда вы будете уходить. В спортзал, в магазин, в салон красоты, в гости, там, еще по каким-то своим делам, может быть, даже на работу на более длительное время. Дети с 2 до 6 месяцев уже хорошо воспринимают других взрослых, особенно хорошо это проходит при наличии матери, они спокойно, да, знакомятся со взрослым, привыкают к ним. Месяцев с 8 дети начинают очень болезненно относиться к посторонним людям, да, то есть они кричат и плачут и не хотят к ним на руки. Это говорит о том, что они начинают распознавать своих и чужих, и к 8 месяцам, конечно же, ребенок уже знает свою бабушку, если она часто к нему приходит, своего папу, да, и может оставаться с ними. К этому времени, если другой взрослый был регулярно с ребенком, у них могут возникнуть свои ритуалы отхода ко сну, ритуалы кормления, прогулок, игры и так далее. То есть ребенок будет чувствовать себя достаточно комфортно при отсутствии матери. Что очень важно, если вы вынуждены по каким-то причинам выходить на работу или достаточно часто покидать ребенка, да, на 1-м году жизни, очень важно, чтобы вы компенсировали свое отсутствие кормлениями днем, вернее, утром, вечером и обязательно ночными кормлениями. Обязательно кормление по требованию в выходные дни, да, то есть это те процедуры, то время, которое позволяет компенсировать ваше дневное отсутствие. Если мама вышла на работу, то такой маме следует вечером и утром перед своим уходом кормить ребенка грудью без всяческих ограничений по требованию. Да? Это позволит и лактацию сохранить, и контакт с ребенком сохранить. И тогда ребенок достаточно спокойно может переживать вот это вот мамино дневное отсутствие даже несколько часов, если это будет длиться. Ночные кормления уходят последними. Ребенок после года уже днем может, там, в 1,5 года, например, да, достаточно мало прикладываться в течение дня к груди, но ночные кормления сохраняются в полном объеме. Мы помним об их важности с точки зрения физиологии и развития ребенка, а также мы должны понимать, что ночные кормления, ночное молоко – это вообще самое полезное молоко. Ребенок в нем нуждается, там очень много веществ для развития мозга, там много гормонов, оно такое насыщенное, да, и поэтому польза его велика для ребенка и на 2-м году жизни. В течение ночного кормления ребенок будет получать все то, что нужно ему. А мама будет достаточно хорошо стимулироваться для того, чтобы сохранить лактацию, там, например, при дневных уходах. Итак, пожалуйста, напишите свои вопросы. Мы движемся с вами к завершению. Если у вас остались ко мне какие-то вопросы, я готова на них ответить. Режим жизни с ребенком должен стать для мамы комфортным, приятным. Это время, которое дает женщине очень много ресурса. Очень многие мамы в это время находят себя, находят свое предназначение, понимают, чем бы они хотели заниматься, когда малыш чуть-чуть подрастет. Очень многие мамы начинают какой-то бизнес, пусть небольшой, какое-то свое дело, да, в период 1-го года жизни ребенка, в период декретного отпуска. Поэтому воспользуйтесь этим моментом. Это время инициации для того, чтобы перейти в другое состояние своей женственности, узнать себя настоящую, получить удовольствие, пожалуйста, от своего декрета. Пишите ваши вопросы, я на них отвечу. Контакты, как можно со мной связаться. Я попрошу сейчас модераторов, пожалуйста, отправьте на меня ссылку ВКонтакте, либо телефон мой, да, мой телефон 8 912 86 8 8 100. Но
может быть, сейчас модераторы напишут. Пожалуйста, спасибо и вам здоровья, берегите себя, пишите ваши вопросы, я еще подожду немного времени, да. Если что-то осталось непонятным, нераскрытым, вы можете всегда ко мне обращаться, я всегда открыто отвечаю на вопросы. В социальных сетях меня можно найти легко, и позвонить мне можно, я отвечаю на вопросы. Очень много провожу мероприятий, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Ну что, я не вижу больше вопросов. Спасибо всем, кто был участником нашего вебинара. Хорошего вам дня. Ну и до новых встреч, я думаю. До свидания. Всего доброго.